Нервы, перетянутые струны, до предела нынче напряглись, но звучат в разлад. Глуха фортуна, и уходит звук не вверх, а вниз. Много сегодня разлада в душевной жизни человека. Раньше с этими проблемами люди шли в церковь за советом священника. Сегодня же обращаются к психологам или к психотерапевтам. Эти последние окутаны ореолом некой посвященности в тайноведении человеческих душ, причем на научной основе. А это очень важный момент. Ведь скажи людям, что это не научно, непременно отвернутся. А под наукообразным соусом с удовольствием поглощаются любые блюда всевозможных мифологий, а иногда и откровенного бреда. Наверняка в каждой квартире этих домов есть телевизор, а может даже 2 или 3. Люди смотрят всевозможные передачи, ток-шоу, в которых непременно выступит психолог с обещанием для душевной жизни человека солнца. Но что-то это солнце сегодня какое-то закатное. Но психологов это не беспокоит. Они теперь есть и в правительстве, и в Госдуме, и в банках, и в милиции, и в театрах, и в школах. Сегодня почти невозможно представить себе обсуждение какой-либо общественной темы без участия психолога. Обсуждается, скажем, состояние общественных туалетов. Психолог тут как тут. Он скажет в лучшем случае что-нибудь не противоречащее здравому смыслу. В худшем произнесет никому непонятную наукообразную абракадабру. Но все присутствующие останутся с приятным ощущением, что они приобщились к высокой науке, и обсуждение прошло на достойном уровне. Что это? Мода на психологию? Или потребность в ней? Наверное, это и мода, и потребность. Многие годы, десятилетия понятие «душа» игнорировалось, не учитывалось. И теперь, когда произошло это еще после, наверное, падения занавеса, да, многие люди стали обращать внимание о том, что человек — это не только и не столько плоть. Появился интерес к душе, к душевной жизни. Но вот вопрос в том, что не все равно, как душу врачевать. Поэтому приглашают психологов, те дают различные советы, рекомендации, порой совершенно непригодные, неуместные, но вот, а интерес к этому есть. Поэтому в это понятие, в психологию, нужно правильное содержание, правильную начинку. Деловитые американцы ежегодно тратят свыше $500 миллионов на всевозможное психологическое руководство в стиле ноу-хау. «Думай и богатей», «Ваш путь к успеху», «Приемы эффективного лидерства» и так далее. Теперь это пришло и к нам. И сколько же этих книг и брошюрок! Даже при самом беглом взгляде просто разбегаются глаза. Чтобы добиться успеха в достижении целей, читаем мы в одной из них, эту цель надо визуализировать, то есть как можно более ярко зрительно вообразить. Визуализация, считают приверженцы данной теории, это великая творческая сила разума, реализация объекта в ментальной субстанции, а усиленные тренировки позволяют претворять идеи ментального мира в реальность мира физического. Здесь уже пахнет оккультизмом. Берем другую брошюрку. В ней профессор Тейлор советует совсем обратное. Цель необходимо перед собой иметь, но любоваться на нее, пока она не достигнута, явно преждевременно. Высокую эффективность обеспечивает не мечтание, а планирование. Какой же теории верить?
В современной психотерапии сегодня насчитывается до 1000 разных методов и направлений. То есть если пытаться охватить их все, это потребуется очень много времени. Но можно выделить 3 основные платформы, 3 основные направления, 3 школы, по которым развивается вот нехристианская психология. Да? Это гуманистическая психология, казалось бы, раскрытие творческих способностей, раскрытие потенций, талантов, все хорошо. Но в центре крупная буква «Я». И в конце концов, кроме гордости, ничего эти советы, рекомендации не дают. Вот еще образчик современной психологии. Сдерживать свои чувства неправильно и вредно. Загнанные в глубину души, они приводят к эмоциональному перенапряжению, чреватому срывом. Поэтому любые чувства необходимо открыто выражать. Если же выразить свою досаду или гнев недопустимо по моральным соображениям, их надо излить на неодушевленный объект. Например, поколотить подушку. Это, кстати, лет 20 назад придумали японские менеджеры. В рабочих раздевалках предприятий были установлены резиновые куклы начальства наподобие боксерских груш. Работникам позволялось избивать их бамбуковыми палками для выхода накопившейся неприязни к боссам. А вот по мнению Брэда Бушмана, профессора университета штата Айова, наоборот, разрядка гнева на неодушевленный объект не приводит к смягчению стресса. Наблюдаемые студенты, которые лупили подушки, оказались гораздо более раздражены и агрессивно настроены, чем те, кто разрядки не получал. Наш герой обратился к одному психотерапевту. После нескольких сеансов тот выдал такой совет. Так, у вас явно заниженная самооценка. Это очень серьезное препятствие на пути к жизненному успеху. Попробуйте для начала разместить дома, на рабочем месте, в машине мини-плакатики с надписью «Молодец», «Умница», «Гений». Ну и, конечно, неплохо было бы посещать мои тренинги. Вот тогда бы это дало хороший эффект. Наш герой пошел на прием к другому специалисту и задал тот же вопрос. Налицо переоценка личностных ценностей. Тут это заболевание, его нужно обязательно лечить, но само по себе не проходит. Нередко это приводит к мании величия. Вот. Но не все так безнадежно. Я полагаю, что вам нужно посетить мои семинары по теории, но обязательно посещать групповые и даже, я бы сказал, может быть, индивидуальные занятия. Итак, диагнозы оказались диаметрально противоположными. Но, может быть, эту проблему разрешит третий психотерапевт? Знаете что, голубчик? Поезжайте-ка домой и переставьте там мебель. Отлично повышает жизненный тонус. Мы, конечно же, показали известный анекдот. Но анекдоты никогда не возникают на пустом месте. Итак, сколько специалистов, столько и мнений. Специалист, он пытается как-то узурпировать правильный ответ, он иногда выглядит как истина в последней инстанции и вещает то, что ну, вот с позиции, например, православной антропологии совершенно неверно. Особенно больно слышать какие-то советы, рекомендации относительно семейной жизни, в общем, поднять самооценку, угодить себе, пройти по головам. Любовь заменяется любезностью, вежливостью. Вот таких и подобных советов очень много в психологии Дейла Карнеги. Да? Вот. Заслужи любовь ближнего, не возлюби ближнего, а заслужи любовь ближнего и так далее, и так далее. Психодрама очень старый метод. Это первый метод групповой психотерапии, и его создатель Якоб Леви Морено, австрийский, а позднее американский психиатр, собственно говоря, является отцом-основателем метода почти 100 лет. Мы не видели, как работает Морено. Нас учили, первое поколение российских психодраматистов, нас учили, конечно, иностранцы. Это были 90-е годы, тогда ездили охотно, делились чем могли. И мы благодарны за это.
Это ведь я говорю еще про какую-то хотя бы, знаете, маломальски научную светскую психологию. А есть еще просто оккультная психология, когда вот то, что мы порой видим с экранов телевизоров, когда вот просто «дивись мне в очи», да, и дальше идут сеансы какого-то непонятного либо телепатического, либо гипнотического воздействия. Ну, то, что мы наблюдали с сеансами Кашпировского, сеансами Чумака и многих-многих псевдоцелителей. Вот это страшно. Это страшно. А вот такого оккультного начала, увы, очень много. Очень много. Вызывает удивление, что до сих пор психоанализ Фрейда пользуется огромной популярностью. Фрейду приписывается то, что он якобы открыл область бессознательного. Но еще в 1869 году, когда будущий основоположник психоанализа был 15-летним юношей, в Германии вышла книга Эдуарда Гартмана «Философия бессознательного». Более того, почти за 20 веков до рождения Фрейда апостол Павел писал: «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Что это такое, как не бессознательное по Фрейду? Но не это ли бессознательное толкнуло Фрейда на самоубийство? И как можно доверять психологической теории, автор которой вместо того, чтобы на личном примере показать ее состоятельность, накладывает на себя руки? Пожалуй, любому человеку надо бежать от такой теории. Психоанализ. Но вот не так давно, 70 лет было со дня самоубийства Фрейда. Ужасно. Огромное количество интеллигенции, ученых, студентов обращают на этого человека, на его научное наследие, творчество большое пристальное внимание. Метод можно сравнить с исповедью, но без Бога и без покаяния. Да, малого места Фрейд не оставил в душе человека для Бога. Для него это высокоорганизованная особь, которой движут инстинкты, в общем, блуд и агрессивность. Вот и все. Реализовать эти инстинкты значит решить все проблемы. В этом видел панацею от неврозов Фрейд. Но имеет ли психоанализ Фрейда хоть какое-нибудь отношение к науке? Давайте рассмотрим его основные понятия и представим картинку внутренних психических процессов, подсмотренных великим психологом у своих пациентов. В психике существует область бессознательного. Из этого бессознательного, неизвестно по какой причине, в сознание пытаются нелегально пробраться образы исключительно сексуального содержания. У мужчины это будут в основном женские гениталии, у женщин – мужские. Но почему этим образом нужно нелегально пробираться в сознание? А потому что на границе сознания и бессознательного стоит цензура и не пропускает перебежчиков. Граждане страны бессознательного пытаются обмануть цензуру. Причем и бессознательное, и цензура, не обладая вообще никаким сознанием, имеют такой мощный интеллектуальный арсенал логического оружия, что поистине между ними идет борьба титанов мысли, хитрости и изощренных уловок. Но вот сексуальные образы бессознательного умело замаскировываются, переодеваются и, усыпив бдительность беспощадной и проницательной цензуры, проскальзывают в сознание. Очень интересно, во что же переодеваются образы гениталий, чтобы пройти фейс-контроль и дресс-код? А вот во что. В произведении искусства, литературы, технических изобретений, в общем, во все то, что считается человеческой культурой и цивилизацией. Так что то, что мы сейчас слышим и видим, это переодетые гениталии. И это тоже. И это. И это. Научно? Нет, это скорее из области пошлых анекдотов. Отклонившись в своем
развитии психология потеряла тот фундамент, то основание, когда бы она принесла душе пользу. И дальше пошло дробление. Ну вот можно сравнить это, пожалуй, знаете, когда в XI веке от христианства отошло сначала католическая конфессия, в XV веке протестантские конфессии, и пошло дробление. И сейчас конфессий очень-очень много. Так вот и здесь, забыв о едином на потребу. Но в одном все-таки сходятся почти все психологи и психотерапевты. В том, что современный мир жестоко конкурентный и создает повышенные нагрузки на психику человека. Не поспоришь. Вот известные кадры разбушевавшегося менеджера, который на первый взгляд и мухи не обидит. Вот какой выход предлагают психологи. Для того, чтобы успешно противостоять нагрузкам и побеждать в конкуренции, мы научим вас психологическим трюкам. Что же это за трюки такие? Да они известны испокон веков. Например, как подлизаться к начальству или наглому сотруднику, дабы избежать конфликта с ним. И много разных других методов, которые в старину иначе как подлыми никто бы не назвал. Вот как учат предпринимателя общению с партнерами. Что происходит с вами? Теряюсь. Потому что привык к тому, что ко мне относятся с уважением, ко мне относятся с любовью часто, да. Вот, мной восхищаются и вообще как вот... Боятся. Боятся. Слушайте, а если вместо того, чтобы растеряться, ответить этой гадине? Обложу лазырь? Да. Ага. Если разозлиться, то это... Ну, тогда будет видно, что я злой. Чтобы был этот самый, чтобы был объект, да? Ну, какой же без объекта-то? Надо же. На. Что смотришь? Но человек оказался добрый и с трудом поддается методам современной психологии. Она говорит, что видала на вашем стуле много всяких. Я тоже видал, собственно, много всяких. Знаете, если бы я была вашим внутренним голосом, я бы сказала, я круче, чем ты! Да! Я круче, да? Главный вопрос личность психолога. Кто проводит эти курсы? Чему он пытается научить людей? Куда он пытается их повести? Ведь психология — это область душепопечения. Я всегда говорю, что, скажем, если психиатр, ну, можно обращаться за помощью к этому специалисту, наверное, но не так остро оценивая его, может быть, религиозность, какую-то мировоззренческую платформу, то психолог — это душепопечитель. И совсем не все равно, в какую сторону он поведет душу, какие он будет давать советы. Во спасение эти советы будут, или они только заведут куда-то в пучину переживаний, страданий, скорбей, метущуюся душу. Вот это очень важное обстоятельство. Поэтому я всегда бы вот уточнил, если бы я пришел на эти курсы, какая доктрина, какие методики используются, ну, кто перед нами, шарлатан или нет. Да? И спросил бы о его веровании, о его мировоззренческой платформе. Но этих мировоззренческих платформ, направлений столько же, сколько и кирпичиков в этой башенке. Еще в XVIII веке произошло отделение европейской медицины от церкви. Новые врачи пытались выдрать Бога из человека как больной зуб. Но, к сожалению, неврозы остались. Это заставило искать новые методы, но уже в стороне от Бога. Появился магнетизм Месмера, гипнотизм английского хирурга Брэда, появилась аутсуггестия швейцарского аптекаря Эмиля Куэ. Уже в 20 веке немецкий врач Иоганн Шульц синтезировал нечто среднее между йогой и психотерапией. В Советском Союзе этот метод назывался аутотренингом и долгое время был очень популярным. Все они, словно дети, складывали неведомую башню атеистической психологии. Выстоит она или упадет, одному Богу известно. Но мы знаем пример, когда башню просто не могли достроить, так как строители говорили на разных языках. Впрочем, для общего дела это было даже лучше, чем разные направления в современной атеистической психологии.
Вот уж где не могут договориться. Очень много различных методов, которые нахлынули к нам с Запада. Очень много буддийских направлений. В 1974 году такой тибетец Трунгпа говорил, что буддизм придет на Запад через психологию. И вот, увы, мы видим это. Если зайти в какой-нибудь книжный магазин, ну, центральный книжный магазин, и подойти к полкам раздела психологии, то мы ужаснемся. Чего мы там только не увидим. Разной кармической медицины, и ребёфингов, трансперсональных техник, где с помощью боя барабанов, гипервентиляции нам предлагается очищать сознание и подсознание. Вот, увы, вот это, к сожалению, наша реальность. В распространенном ныне двухтомном учебном пособии Готфруа «Что такое психология?» читаем. В научной психологии утвердилось представление о том, что наши чувства и мысли – это всего лишь результат жизнедеятельности нервных клеток, объединенных в один орган – головной мозг. Это, кстати, есть практически во всех современных учебниках по психологии. Там вера в существование души однозначно объявляется архаичной. Мы сталкиваемся с парадоксом. Психология, оказывается, вовсе не признает в человеке душу и не верит в ее существование. А ведь психея в переводе с греческого – душа, терапия – лечение. Если мы соединим эти два слова, то у нас и получится лечение души, психотерапия. Согласно мнению известного русского философа Семена Франка, прекрасное обозначение психология, учение о душе, было просто незаконно похищено и использовано как титул для иной научной области. Нынешняя психология не есть наука о душе, а в лучшем случае есть смесь каких-то логических, социальных, физиологических и философских построений и умозаключений. Но ведь это то же самое, если бы, например, география не признавала существование Земли. Что бы тогда эта наука стала изучать и описывать? И если психология – инструмент, то, похоже, он совершенно не строит. The basis of our modern way of conceiving things, and therefore it is as if it were right under the threshold of. Карл Юнг, ученик Фрейда, честно признался: среди многих пациентов в возрасте 35 лет и старше не было ни одного, чья проблема в конечном счете не сводилась бы к поиску религиозного взгляда на жизнь. Великий педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал: психология в собственном смысле этого слова находится в тесном отношении к религиозным системам. Все религиозные системы не только возникли из потребностей души, но были, в свою очередь, своеобразными курсами психологии. Каким же образом психолог может не знать этой психологии, может обойти ее, ограничив свои познания теориями Герберта, Беннеке или какого-нибудь другого надуманного ученого? Сегодня появились люди, которые поняли, что на инструмент психологии необходимо поставить новые струны. Сейчас стараниями людей, которые сами уверовали в Бога, обрели святое православие, и начинает возрождаться святоотеческая православная духовно-нравственная психология, психотерапия, и этими методами мы пытаемся помочь людям. Оказалось, что христианское мировоззрение и в первую очередь христианская антропология могут выступать как теоретическая и методологическая основа психологической науки. Данное направление является развитием русской духовной или религиозно-философской психологии. Рассвет последний пришелся на конец XIX – начало XX века. Истоки же религиозно-психологического учения в России восходят еще к началам древнерусской письменности. Вот наиболее видные представители данного направления на рубеже веков. Архиепископ Херсонский Никанор, митрополит Антоний Храповицкий, Гоготский, Лоский, Розанов, Франк, Трубецкой и другие.
После революции огромный вклад в понимание духовной природы психических процессов внесли такие выдающиеся представители русского зарубежья, как Ильин, Зиньковский, митрополит Антоний Сурожский. Только одни эти имена уже говорят о многом образованному человеку. Я порой привожу такой пример, что наши неверующие коллеги, их можно сравнить с людьми, которые сидят на мешке с золотом и протягивают руку за милостыней. Мы с вами очень богатые люди. У нас есть вот та самая жемчужина, да, продав все, которую нужно купить. Это святое православие. И в православии есть ответы на все вопросы. Но начать нужно с учения об образе и подобии Божием. Суть его заключается в утверждении троичности человеческой природы, которая подобна единосущной и нераздельной Троице. Человек ведь он, знаете, как три ступенечки, да? Дух, душа и тело. И начать нужно лечение правильно, именно с духовной сферы. Вот это будет очень-очень важно. Это будет какой-то целостный такой подход. Потому что психотерапевты, очевидно, у которых вы были, они ведь не говорили о грехе. Они не говорили о греховных страстях. А поверьте мне, да и я думаю, мы это с вами выясним, главной причиной вот такого вот душевного немирствия часто являются страсти греховные, жизнь, далекая от Бога. В православном богословии принято различать человека внутреннего и человека внешнего. Человек внешний – физическое тело, которое является сосредоточием земли. Из земли взят, в землю отыдешь. Человек же внутренний представляет собой диаду души и духа, а вместе с внешним человеком образует триаду духа, души и тела. Душа в иерархическом строе человека занимает промежуточное положение. Ее задача – осуществлять посредничество между духом и телом. Но где же находится душа? На этот вопрос мы услышали самые различные мнения. Трудно сказать, где она находится. Она должна, во-первых, быть, эта душа. В мозгу. Душа находится в голове. Я думаю, в голове. Лично для меня душа в сердце. Ой, в сердце, наверное. Или в мозгах. У кого как, по-разному. Ну, я предположила именно в сердце бы. У меня первая мысль, что пришло, это в сердце. В груди, наверное, в сердце, около сердца, в груди. Наверное, она рассредоточена по всему периметру. Потому что не в голове ее, это конкретно в сердце быть не может. Только если в одном месте. Она может быть во всем человеке. Душа, ну, у каждого в своем месте. В голове, я думаю. Кто в сердце, у кого в голове. В зависимости от наполненности головы, я так думаю. Вообще душа, то есть где-то вот в области пупка находится, но не знаю. Душа где-нибудь там. Где? На небе. Вы знаете, это очень философский вопрос. Давайте. Древние философы считали, что душа находится в какой-то определенной части тела, что тело является темницей для души, и ее спасение заключается в освобождении от тела. Так свободолюбивая птица вырывается из клетки, чтобы парить на просторе. Но с приходом христианства этот взгляд кардинально изменился. Святитель Григорий Палама говорит, что душа, которой принадлежит тело, находится по всему телу, а не в одном месте. И не она содержится в нем, но сама владеет им, содержит в себе и оживляет его, имея и его по образу Божию. Нет такой части человеческого тела, в которой не присутствовала бы душа. В сердце же находится ее центр. Также нет такой части дерева, где не бежал бы живительный сок. Причем от корней, вопреки закону земного притяжения, вверх, к небу. Один известный кардиохирург, сделавший десятки операций по пересадке сердца, как-то заметил, что сколько он не имел дела с человеческим сердцем, души в нем не видел.
По его мнению, она должна заключаться в мозге. Но хирурги, делающие операции на мозге, также могут констатировать, что не видели в мозге не только души, но даже мыслей. Тем не менее, наука считает мозг главным органом жизнедеятельности человека. Каждый участок мозга, считают ученые, отвечают за какую-то функцию не только организма, но и за такие вещи, как мораль, религия, эстетика. Можно согласиться, что отвечает, но только перед кем отвечает? На этот вопрос они не дают ответа. Я сам невропатолог, и я считаю так же, как вы сказали, да, каждый участок мозга может отвечать за ту или иную функцию организма. Но всем этим управляет душа. Над мозгом стоит душа, и душа проявляет себя через мозг. Так что имеется тесная функция, функциональная связь между мозгом и душой. И, простите, вот американские ученые показали даже, что в момент смерти в мозге происходит сгущение некой энергии, что фотографируется специальным образом. И это в момент смерти эта энергия выходит вне тела и существует отдельно. Так что связь между душой и мозгом, безусловно, огромная. Со времен грехопадения наших праотцов, увы, у каждого из нас ум, сердце и воля пошли в 3 разные дороги. Какую басню это напоминает Иван Андреевич Крылов? Про лебедя, рака и щуку. И поэтому один известный московский проповедник, протоиерей, отец Дмитрий Смирнов, говорит, что внутреннее состояние современного человека, душевное состояние, напоминает вдребезги разбитый кувшин. И вот с понимания этого обстоятельства тоже начинается исцеление. То есть нужно собрать вот эти осколочки, нужно склеить их. Вот это вот очень-очень важно. Причем пытаются говорить, что все от ума. Ну нет, ум — это движущий, это инструмент сердца. Да? Поэтому совсем не все от ума. Да. Я часто встречаюсь здесь во время приема с безволием молодых людей. И есть и хороший ум, и доброе сердце, но нет воли. А безволие — это, как знаете, как здание без цемента. Таким образом, человек несет в себе раздвоенность, которую он пытается преодолеть. Эта раздвоенность является источником внутриличностных противоречий и конфликтов. Если с течением времени данное противоречие не находит удовлетворительного решения, и духовный раскол углубляется, то на душевном уровне он проявляется в виде личностных расстройств, а в тяжелых случаях – в виде психических патологий. У меня первый диагноз – мания величия в смысле гениальности. Дурак я, у меня жизнь, а ничего хорошего нету. Орбит бесплатный, муравей читал сказку, писал на листе ребус, осел изобрел возле темного леса троллейбус. Святое православие открыло для самого специалиста учение о силах души, о расщепленности греховными страстями души человека. Да? И вот через это осознание, через это исцеление, самоисцеление, психолог, психотерапевт и будет помогать ближнему. Вот это вот очень важное обстоятельство. Поэтому мы говорим больше о том, чтобы сам специалист был верующий, а нет каких-то православных таблеток или православных приемов или православных направлений. Научные психологи отвоевывают свое место под солнцем как умеют. Поэтому они и отвергают сам термин «православная психотерапия».
Но ведь никому не приходит в голову рассуждать о том, заявляют они, насколько православна или не православна, скажем, теория Эйнштейна. Также и психология, и психотерапия не могут характеризоваться как православные или не православные. Споров было много, они были жаркими. И вот Свято-Троицкая Сергиевая Лавра издает книгу владыки митрополита Ерофея Влахоса, которая так и называется «Православная психотерапия». Года полтора тому назад на конференции в Румынии я поблагодарил владыку митрополита Ерофея за то, что он, вот, знаете, способствовал признанию вот этого термина. Ну, знаете, в народе ведь говорят православный врач, православный педагог, православный писатель. То есть и в это словосочетание вкладывается вот тот самый смысл, который человек хотел бы передать. То есть верующий человек, верующий православный христианин. Да? Он и писатель, он и врач, он и психолог. Поэтому термин прижился, термин хороший. В июне этого года в Америке даже состоится международный конгресс по православной психотерапии, то есть ортодокс psychotherapy. Так и есть. Поэтому психотерапия, психология православная начинает жить своей жизнью, имеет свои цели и задачи, имеет своих приверженцев, имеет своих авторов. И, в общем, это теперь уже такое отдельное направление психологии. Тем не менее, поток грязи на православную психотерапию не иссякает. Настоящая психотерапия, пишет один непримиримый критик, если это на самом деле психотерапия, а не оккультная практика, ни в коем случае не претендует на спасение души. Ее задача помочь человеку жить в этом мире, мире безбожном. Именно поэтому справедливо и оправдано то, что психоанализ работает там, где нет Бога. В этом высказывании прежде всего поражает, мягко говоря, нечувствительность автора. Для него что христианство, что оккультизм одно и то же. Но нечувствительность распространяется и на профессиональные навыки. Если взять, например, вот я как вам отвечу, если взять все психические болезни за 100%, то 20% это вот большая психиатрия, то есть там шизофрения и другие болезни. А 80% это львиная доля, это в 4 раза больше. Эти состояния называются пограничными, на грани нормы и патологии. А они, если так сразу вам сказать, они связаны с грехом, с греховным образом жизни. Вот книжка «Нервность. Ее духовные причины и проявления». И вывод этой книги, красной нитью, который проходит, вот главный лейтмотив, что сам христианский образ жизни, шествие путем терпения, смирения, незлобия, вот именно этот образ жизни является главным в профилактике и лечении невротических расстройств. Да, есть состояния, которые нужно лечить, врачевать методом медицины. Но подавляющее большинство, как говорит статистика, в 4 раза больше, то есть 20% и 80%, это болезни, связанные с грехом. Аддиктивные расстройства, так, увы, набирающие силу сегодня алкоголизм, наркомания, игромания, компьютеромания. Да? Вот это все греховные недуги. То есть это и недуги, но имеющие греховную природу. Главным аргументом так называемых научных психологов является утверждение, что наука и религия несовместимы, что разум и вера находятся в непримиримом противоречии. На деле же мы часто видим борьбу с разумом не религии, а именно науки. За грудой демагогических фраз лежит обыкновенное неверие в Бога, а стало быть и в душу, которую они якобы пытаются лечить. Наука и разум, они должны быть совместимы. Как и наука и вера совместимы. И даже более того, наука, лишенная каких-то предрассудков, она часто открывает путь религии, открывает заново для себя Библию. Ведь сейчас считается, многие ученые считают, что мир наш действительно был создан когда-то из ничего. Ученые открыли, что человек произошел не от обезьяны, а от одной пары людей, Адама и Евы. И связь между человекообразными обезьянами и
этой парой людей, Адамом и Евом, в генетическом плане огромная. Ну, по генетическим характеристикам свинья стоит ближе к человеку, чем обезьяна. Так что наука, лишенная предрассудков, она открывает многое для Библии, для торжества православия, для торжества веры. Сейчас, в общем-то, наукой открыто более 2500 мест, подтверждающих Библию. В любых сферах знаниях. И в физике, и в астрономии, и в биологии. Еще в начале XX века Семен Франк вдохновенно писал: «Возникает возможность согласования между научными теориями психофизиологии и данными аскетической практики. Отсюда дается научное оправдание духовных приемов телесного исцеления. Мы присутствуем при возникновении и развитии психотерапии. То, что еще недавно для просвещенного ученого было вымыслом, плодом легковерия, невежества и шарлатанства, влияние веры на здоровье, становится твердо установленным наукой фактом. Врач новой школы начинает уже более походить на древнего целителя, чем на врача недавнего прошлого, верившего только в пилюли и порошки». Именно эту традицию и возрождает современная православная психотерапия. В 2000 году юбилейным архиерейским собором были приняты основы социальной концепции Русской Православной Церкви. В этих основах выразился взгляд Церкви на все современные, животрепещущие проблемы. И там в разделе о здоровье человека есть параграф о психических заболеваниях. И Церковь в своем документе выделяет 3 главные причины, 3 главные направления развития психических заболеваний. Первая причина — это естество человека, болезни от естества. И в этой плоскости сравнения психические заболевания можно сравнить с другими болезнями, что те и другие по попущению Божьему попускаются человеку в целях поспешествования в деле спасения. Да? А 2 другие группы, они духовными. Вторая группа — это болезни как следствие поработивших человека греховных страстей. Вот. И третья группа — как демонический штурм. Вот такое бывает, Церковь говорит и об этом. Да? Вот. Поэтому 3 причины, и надо не перепутать эти причины. В ряде случаев надлежит лечиться и лечиться медикаментозно, но в подавляющем большинстве случаев нужно изменить жизнь, изменить образ жизни, покаяться, очищать свое сердце от греховных страстей. Православие, сохранившее сущность христианства, располагает большим психотерапевтическим потенциалом, или вернее, само православие по существу является наукой врачевания души. Все средства, которыми оно пользуется, да и сама его основная цель заключается в том, чтобы направить человека к Богу. Потому-то православие, наряду с его другими определениями, можно назвать терапевтической наукой или курсом лечения. Однако оно явным образом отличается от других психотерапевтических методик, потому что в центре его стоит не просто человек, а Бога-человек. Оно достигает своей цели не с помощью человеческих приемов, но благодаря помощи и действию божественной благодати. 3 принципа можно выделить для психолога, психотерапевта православного. Первое — это исповедание веры самим, православной веры самим специалистом и привнесение ее духовной чистоты, ее истины в лечебный процесс. Соприкасаясь с душой человека, такой специалист должен не забывать, что его душа, она вот в ней величайшая святыня, образ и подобие Божие. Да? То есть это такое отношение должно быть, это важно. Второе — это базирование своей деятельности на святых отцах, на святоотеческой основе. Это важно. А 3-й принцип — это вот как раз такой духовный фильтр. Да? То есть православное сознание фильтрует различные методы, направления, преломляет через свое православное сердце, через православную душу и уже вот доносит до человека, до клиента, до пациента те методы, которые не навредят, а помогут его душе.
Что касается святоотеческой основы, то в добротолюбии говорится о пути исцеления от страстей. Именно страсти и создают психологические проблемы. Если же человек внутренне исцелится, откроет свое сердце, очистит умную часть своей души, то всевозможные неврозы, фобии, мании просто отпадут сами по себе. Ко мне как-то пришел один человек с типичными проявлениями невроза. Ну, мы с ним поговорили, я назначил лечение, а потом он мне говорит: доктор, если бы вы знали, как меня мучит зависть, ведь я сгораю изнутри, когда у другого дела успешнее, там, может быть, там, зарплата побольше, да, вот назначить ему какое-то успокоительное по таблетке 3 раза в день и поставить галочку, что проблема решена? Конечно, нет. Да? Без разговора о преображении вот этой греховной страсти, об изменении своего отношения к ситуации, о покаянии, ничего здесь не будет. Осознание своих грехов и ощущение душевных недугов является первой ступенью покаяния. Внешнее проявление покаяния – это исповедание своего поступка. Но что же такое страсть? И почему страсти могут повредить душе? Еще в античности философы-стоики понимали под бесстрастием умерщвление страстной части души. Однако святые отцы, говоря о бесстрастии, имеют в виду не умерщвление страстной части души, но ее преображение. Это своего рода настройка души, когда из нее исчезают диссонансы. По словам преподобного Максима, бесстрастие есть мирное состояние души, в котором она неудобоподвижна на зло. Православный психотерапевт раскладывает перед пациентом все по полочкам в соответствии с православной антропологией, и болящий начинает видеть и осознавать, в каком месте он споткнулся. Вот когда я обучаю человека бороться с навязчивостями, я опираюсь на аскетов, на аскетику. То есть мы, просто приведу пример, да, мы знаем, как развивается помысел в сознании, да, появляются прилоги, потом наше внимание, как луч фонарика, эти прилоги начинает рассматривать, сочетаться, сослагаться, пленяться этими прилогами, и уже устойчивая мысль или какой-то страх возникает, или когда грех вот так может развиваться, и будет развита греховная страсть, да, и поэтому иллюстрируя на этих схемах, показываешь, как, на каком этапе все это происходит, и как нужно отсекать прилоги, и как нужно не верить навязчивому помыслу, и как нужно молиться Богу, и как, то есть все, безусловно, это все в каком-то таком, знаете, одном контексте, это все неразрывно, это все неделимо. Вот. Поэтому, безусловно, мы опираемся и на приемы, на аскетику, и на какие-то даже исихасские приемы, если хотите. Святые отцы постоянно подчеркивают ту истину, что страсти, какими мы их знаем в нашем падшем состоянии, представляют собой противоестественную жизнь, противоестественное движение. Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «По естеству, например, мы имеем семя для чадородия, мы же употребляем его для блуда. Естественен гнев, данный нам Богом против змея, для брани с дьяволом, мы же обращаем его против ближнего. Естественно, ревность, чтобы мы ревновали добродетелям и таким образом приобретали их. Мы же, подражая порокам, даем ей дурное употребление. Естественно, желание славы, но только горней, чтобы обрести небесное блаженство. Естественно, и гордиться, но над одними бесами. Подобным образом, естественно, душе и радоваться, но о Господе и о благих деяниях ближнего. Получили мы и памятозлобие, но только на врагов души нашей. По естеству желаем мы пищи, но для того, чтобы поддержать жизнь, а не для сластолюбия. Как же распознать дурной помысел в нашей душе, который ведет к греховной страсти? В православной практике на протяжении веков выработался специальный термин – прилог. Прилог – это
знаете, это как ветер с помойки, который понесет всякий мусор, да, вот возникает у человека какое-то смутное чувство, да, оно всегда дурно пахнет, если можно так сказать, да, и иногда вот там желание выпить возникло у человека, вот появился такой прилог, да, пока этот, и прилог он не греховен, да, часто прилоги бывают демонические, то есть это демон внушает человеку, а следующий этап, они уже целиком и полностью во власти человека, человек начинает размышлять об этой мысли, то есть сочетаться с нею, он начинает впленяться ею, то есть она начинает все больше и больше им овладевать, а потом он пошел, купил бутылку. Интересно наблюдать за лицами людей. Действуют в их разумной части души какие-то помыслы. А ведь помыслы, раздражая вожделательную часть, пытаются пленить ум и в результате увлечь его ко греху. Когда святые отцы говорят о помыслах, они имеют в виду не просто мысли, но образы и представления, за которыми каждый раз следуют соответствующие им мысли. Помыслы пленяют ум и направляют его к мысленному или действенному греху. Когда этот грех повторяется многократно и входит в привычку, возникает страсть. И, как говорят святые отцы, как только появился этот прилог, сразу его распознать и отсечь. Ни в коем случае не вступать с ним в собеседование, потому что, как я уже сказал, природа прилогов часто бывает демонической. Вот, то есть, сколько вам лет, простите, Леонид? 46. А тому, кто с нами борется, ему 8000. И он намного опытнее и сильнее нас. Да, он не ест и не пьет. Поэтому вот нужно понимать, с кем это борьба. Да? Тут и молитва, здесь и отсечение этих прилогов, здесь и какая-то духовная осторожность. Да? Иногда нужно даже не появляться в тех местах, где бывают эти соблазны, пороки. Да? С преподобным будешь, со строптивым развратишься. Василий Великий учит, что с умом, оком души, происходит то же, что и с глазом. Глаз может разглядеть предмет только тогда, когда сосредоточен на нем. Бегающий ум, влекомый неисчислимыми мирскими заботами, не может устремиться к истине. Поэтому первая брань дьявола бывает против ума. Бесы стремятся поработить его страстями, чтобы человек, в конце концов, склонился к греху. Многие люди говорят, что, зайдя в церковь, они получают некоторое успокоение. А это и есть начало лечения. Лечение от страстей. Так называемые научные психотерапевты высокомерно ухмыляются над подобными взглядами. Какой дьявол, восклицают они, какой грех! На дворе 21 век, интернет, нанотехнологии, космические программы, генная инженерия, а они все бесы да грехи. Это, по крайней мере, непрофессионально, уж не говоря о невежестве относительно мировоззренческих взглядов. Но здесь критикой православной психотерапии лукавит. Православные психотерапевты стоят на высоте достижений современной науки, но только отфильтровывают ее и отбрасывают все то, что уводит от Бога. Прежде чем человек именует себя православным, там, скажем, психотерапевтом, но он вообще должен закончить институт, получить специализацию. То есть православное верование и православная психотерапия, она ведь подразумевает и высокий профессионализм, и духовный подход. Он не отметает медико-биологического взгляда, но дополняет и обогащает представление о личности. Нужно иметь и высокий профессионализм, и православную душу, знание богословия, знание аскетики, знание вероучительных истин. Как свеча не всегда разгорается сразу, так и для веры требуется время. Но не подменяет ли православный психотерапевт
работу священника. Кстати, одно из обвинений недругов в православной психотерапии состоит именно в этом. Психолог, он соработник священнику, он предшествует священнику, он помогает священнику. Вот это очень важное обстоятельство. И об этом также говорит социальная концепция. Черным по белому там это прописано. То есть важно именно вот такое вот соработничество при разграничении компетенций того и другого. Идеально, если бы сам пастырь обладал еще и психологическими, психотерапевтическими знаниями, но все было бы в одном лице. Но, увы, сегодня нагрузка на священников огромная, и поэтому мы, верующие специалисты, должны помогать нашим батюшкам. И таинств мы не совершаем, а побеседовать, подготовить человека к исповеди, поставить некоторый заслон, чтобы человек не впал в еще большее искушение, блуд, уныние, самоубийство, пьянство. Вот это вот очень важно. Только на настроенном инструменте можно исполнять музыку. Здесь малейшая фальшь является грехом, ибо она разрушает гармонию. Грех – это больная частичка, из-за которой страдает целое. Исцеляя болящих, Господь обычно говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Уже только из одного этого можно сделать вывод, что грех и болезнь соотносятся между собой как причина и следствие. Какими же прочными нитями связано православие с психотерапией? Все предание православной церкви состоит в оживлении мертвой от греха души. Все таинства и вся аскетическая жизнь церкви служат этому воскрешению. Поблагодарим Господа, что сегодня снова перекинут мост от нашей веры к этой науке, которую пытались и пытаются вырвать из сферы истины.